автобуста туган һәм маршрутка düşer. Sağla ağrıyalı halbudur, sanısı boğmuş, 99 yılında karşısı aşağıdır. Dal her şey, duakına akıyordur, ucu batın. Живой пример трудолюбия, честности и доброты. Скромнее сказать о Марьям Богатыревой не получится. Герой труда России, 45 лет, проработала дояркой в ГУПе на Сыркорске. Трудиться Марьям начала с 13 лет. Как было непросто девочке совмещать работу, школу и домашние хлопоты, даже представить сложно, отмечает Хава Евлоева. Слушать ее историю было замечательно. Она рассказывала, как она с детства работала, трудилась. Мне понравилось. Она с душой это все делала, рассказывала. Это большое для меня такое достижение было бы, если бы я была наравне с ней. Марьям Камбулатовна – почетный гость всероссийского урока трудовой доблести. Образовательная акция стартовала сегодня во многих СУЗах страны. Она приурочена к столетию с начала чествования в России званий и наград человека труда. Инициатор доброй акции – Общероссийский народный фронт совместно с Министерством просвещения России. Мы живым примером показываем, чего может достичь человек труда. Что его труд в любом случае государством оценивается обществом, он занимает почетное место в этом обществе. И поэтому я думаю, что студенты с большим удовольствием будут воспринимать вот такие мероприятия. У нас есть электрики, сварщики, токари, и мы хотим популяризировать среди молодежи вот именно трудовые профессии, рассказать о том, что труд – это почетно, эти высокие звания добываются именно повседневным трудом. Студенты знакомятся с героями, кто своим трудом вписал свое имя в историю страны. Орден Трудового Красного Знамени, медаль за трудовое отличие и трудовую доблесть, наград, отмечающих заслугу тружеников в советский период, было немало. Одна из высших – золотая звезда Героя социалистического труда. Ее получила единственная женщина-ингушка Лемка Барахоева в 1965 году. Доярка, рекордсмен по надоям молока в СССР, депутат Верховного Совета, успевавшая всегда и везде. Жизнь в целом ее была нелегкой. Затем замужество, дети. Когда муж погиб на фронте, она стала сама воспитывать своих малолетних детей, также обеспечила свою семью. Высокие звания присваивались лицам, отличившимся и добившимся больших заслуг в различных областях народного хозяйства, медицины, науки, техники. Награды, символизирующие то, что их труд не просто отмечен, а оценен на высоком уровне в масштабах всей страны. В современной России звание Героя труда носит порядка 70 человек. Среди известных врачей, политиков, военных, ученых свою нишу занимает Марьям Богатырева, добросовестно и честно работавшая всю жизнь. И сотрудники колледжа призывают студентов также относиться к будущей профессии. Ваша звезда, герой, это красный диплом на выходе. Считайте, что вы уже герой Советского Союза, России и герой соцтруда, если вы отучились на отлично, с благодарностью к своему педагогам покидаете это здание и в дальнейшем займете достойную трудовую нишу. Подобные внеклассные занятия в колледже планируют проводить несколько раз в год. Их цель – привить молодежи уважение и интерес к рабочим специальностям. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.